Сырга Телекова, ваши громкие и бурные аплодисменты. Всем привет еще раз, я уже была на этой сцене. Сказать честно, сколько бы я ни выступала бы, не выходила бы, не питчила бы как стартапер, я всегда волнуюсь перед каждым выступлением, и перед этим, я сейчас тоже волнуюсь, и опять же, как Даниэль просила, если похлопаете, то я буду очень рада, чуть-чуть мое волнение, потому что перед такой молодой, интересной аудиторией я, возможно, выступаю впервые. Те, кто был в первой части, уже знают, кто мы такие, кто я такая, но давайте немножко расскажу. Я SEO и кофаундер IT-стартапа NBFit. Вообще по специализации я продакт-маркетолог. Это человек, который привлекает клиентов и занимается оптимизацией, как можно дешевле привлекает пользователей в IT-продукт. Одна из таких больших заметок тем, кто хочет делать стартап, в стартапе не только IT, не только программисты, нужны еще другие люди, команда сильная. Так вот, чем мы занимаемся? Мы помогаем мамам восстановиться после родов. Это у них самый уязвимый период их жизни. И в тех-индустрии мы понимаем, что этот вопрос очень-очень недооценивается, и много про именно процессы в женском организме, и IT-индустрия не затрагивает, не рассказывает. Вот, мы решили это исправить. Потому что население Земли, больше 49% населения Земли — это женщины, и нужно улучшать жизнь, систематизировать эту историю и оцифровывать, потому что мир неуклонно движется к цифровизации. Мы привыкли к тому, что эти удобства есть всю нашу жизнь. Итак, наш продукт — это как личная команда специалистов по женскому здоровью, которые помогают на всех стадиях после родов. Вот. Это такой это не короткий период, это довольно долгий период, может быть, до 3 лет. Вот. И процесс неправильного восстановления грозят различными отклонениями, заболеваниями именно женского организма. Вот. Дальше. Итак, это все про наши победы я расскажу немножко, а потом расскажу про наши факапы, про проблемы, про наши сложности, которые мы прошли, потому что делать IT-стартап из Кыргызстана с маленькой командой — это довольно-таки челленджевая история. Вот. Начнем с того, что в 2020 году во время локдауна по всему миру многих IT-специалистов, так скажем, увольняли, возможно. Я была одной из них в этом. Получается, я работала на американскую компанию, уволили с этой работы, потом на белорусскую компанию работала, уволили с этой работы, и получается, что я была свободна. И мы с моей кофаундершей Нурилей Барпиевой, это фитнес-звезда в Кыргызстане, возможно, вы ее знаете, тоже многие девушки ее знают. Вот хлопают, говорят, знают. Вот. Мы решили попробовать сделать первые продажи без какого-либо IT-вмешательства, сделали первые продажи без вообще, так скажем, даже сайта. Вот. И потом только подключили наших 2 кофаундеров, это технические специалисты, и в течение недели сделали продукт. Было очень... Мы ночами не спали, мы могли по 3 часа спать и делать дальше, потому что клиентов становилось все больше и больше. Мы не ожидали, что будет спрос такой. Вот. У нас, конечно же, все валилось, в какие-то моменты были разные проблемы, и появились большое количество людей из Соединенных Штатов, Кореи, Дубая, которые хотели оплатить, купить наш продукт, но не могли, потому что наша платежная система, к примеру, просто оплаты не пропускала. И представляете,
озадаченность и грусть предпринимателя, который не может получить деньги. Вот, это было больно. Это из таких маленьких сложностей рассказываю. И вот, с тех пор мы прошли 2 акселерации. Наша первая акселерация — это Accelerate Prosperity. Вышли мы финалистами, победителями, там 3 команды выиграли, и в итоге мы получили инвестиции. А вообще, это такой важный период нашей жизни, как IT-стартапа был, потому что получать инвестиции в Кыргызстане не кредит, а именно инвестиции — это такая одна из нечастых историй. В общем, это нам дало понятие, что такое вообще акселерация. Акселерация, она очень важна для любых малых предприятий, малых бизнесов, тем более IT-бизнесов. Вот. Потом мы через год, получается, да, или через 1,5 года мы подали заявку Google for Startups в Астане и прошли в топ-15. Было 330 заявок, говорят. Вот, и были единственными из Кыргызстана. Приехав, мы увидели уровень этих IT-стартапов. Это были огромные компании, для нас огромные на тот момент, потому что есть компании стоимостью $100 миллионов. Там это мы среди... Да, 10 минут осталось. Подождите, сейчас, я быстро расскажу. Короче, в общем, акселерация была крутая. Мы 3 месяца были в таком, за 3 месяца мы поняли, насколько мы маленькие. За 3 месяца мы выросли из зеленых IT-стартаперов, таких довольно зрелый стартап, я считаю, потому что нам буквально в этой международной программе Гугла разложили, вот мозги вытащили, разложили и положили обратно, и мы знаем теперь, мы не боимся пробовать быстро тестировать, и приносить хорошие результаты нашему стартапу. В итоге этой 3-месячной акселерации стоимость нашей компании оценили на $10 миллионов, и мы вышли победителями в Астана Hub Battle среди 100 компаний. Да, такое тоже эмоциональное такое событие. Я даже вот не ожидала, что мы вот выиграем, попадем в топ. Сидела, когда финальные результаты говорили, где-то в конце зала, пока я бежала, там по видео видно, что я бегу, что они меня ждут. Министр там инноваций стоит, меня ждет, пока я прибежала. В общем, это было очень круто. И таким образом в Казахстане узнали, что в Кыргызстане тоже есть стартапы, и они довольно такие амбициозные ребята, потому что мы же есть такие, да, ребят? Вот. Вообще все у нас круто получается, потому что у нас классная команда. Про команду, про стартапы. Поднимите руки. Давайте я немножко сейчас вот за 10 минут многое попытаюсь успеть рассказать. Кто тут из IT-сферы? Поднимите руки. Воу, как прикольно, классно. У кого есть, кто хочет сделать свой стартап? Ага, нормально, так нормально. У кого уже есть стартап? Так, ага, окей, круто. Вас мало, поэтому я такую довольно общую информацию тогда расскажу, хорошо? Потому что желающих больше, чем стартаперов. Вот. Вообще, что такое стартап? Стартап от не стартапа отличает не что компания делает, а именно как она это делает, по сути, потому что Airbnb, если так посмотреть, это сдача квартир посуточно какой-нибудь там. Вот. И либо Яндекс — это заказ такси, диспетчерское такси. Но все это отличает стартап от не стартапа, как вы это делаете, технология отличает, да, что вы можете, эта модель масштабируемая, и она не будет, да, она масштабируемая. Вот. В общем, вот эти все стартапы, вот эти все большие компании были когда-то маленькими стартапами, очень много историй, вы можете прям даже Spotify сериал вышел, посмотрите, как это сложно, увидите, потому что на пути создания стартапа очень много разных сложностей, потому что 75% стартаперов умирают первый свой год, даже не заработав там какие-то свои первые деньги. И это довольно частая история. Вот. Но важно понять, что у каждого предпринимателя есть... Не у всех с первого раза все получается. И это истина, которую нужно принять, когда вы такой...
амбициозный и полон силы, энергии и желания, потому что отрицательный опыт, это тоже крутой опыт, он даже гораздо ценнее, чем положительный, потому что если вы сделаете выводы, пойдете еще пробовать, у вас обязательно получится и намного круче, чем в первый раз. Возможно, и во второй раз провалитесь, но главное больше пробовать, больше ошибаться и больше опыта получать по жизни, потому что жизнь такая супер быстрая, супер короткая, как оказалось. Окей. Многие стартаперы — это мечтатели, верно? Потому что кому захочется уволиться с работы и с хорошей, классной, возможно, работой и делать стартап? Потому что это же огромное, так скажем, море, океан неизведанного. Вы не знаете, что с вами завтра произойдет, но у нас есть преимущество, мы живем в Кыргызстане, мы не знаем, что с нами произойдет завтра, и стартап для нас делать нормально. Поэтому стартаперы зачастую мечтают: я вот сделаю офигительный продукт, он всем нужен, я знаю, он прям улучшит жизни миллионы людей, и в итоге пилят продукт год, выпускают и делают какой-нибудь эпичный релиз, и продукт никому не нужен. Клиенты не приходят, продаж нет, у всех падает мотивация, пробуют первый раз, пробуют второй, третий, четвертый, не получается. И так и захлопываются многие стартапы. Но это очень важно понять и не делать таких супер классических ошибок, потому что прежде чем пилить продукт, прежде чем делать большую IT-историю, вы должны понять именно проблему, какую проблему человека вы решаете, какую проблему любого простого человека ежедневно вы можете решить, какую пользу, как вы можете изменить его состояние. Это очень-очень важно, потому что в основном IT-стартапы делают вот IT-специалисты, программисты, которые сидят за компом у себя где-то в офисе, в комнате и так далее. Важно идти общаться с клиентами, понимать своего клиента как своего друга, жену, сестру и так далее. Вот, это всем известная таблица, почему стартапы умирают, много разных причин, но первая причина — это потому, что продукт не нужен рынку. Почему? Потому что его зачастую создают из галлюцинаций фаундеров, что это очень крутой продукт. Поэтому, и топ-причин: плохой маркетинг, денег просто не осталось, 5 минут у меня осталось, оказывается. Окей, идем дальше. Важно делать быстро, уметь. Ваша скорость — это и есть, так скажем, кровь вашей компании. Если вы умеете быстро двигаться, делать быстро выводы и приносить результат, то вы неизбежно вырастете. А если вы долго думаете, долго пилите очень красивый интерфейс, оттачиваете это все, вы будете одним из 75%, которые умерли. Вот. MVP, что такое MVP? Это минимально жизнеспособный продукт, который удовлетворяет потребности, проблемы вашего клиента. Не надо его украшивать, попробуйте, протестируйте, поймите, работает или нет, и доделывайте дальше. Окей, хорошо. Допустим, у вас получилось запустить MVP, классную команду собрать, так, чтобы первые деньги заработать, какой-то рост показать. Нужно же привлекать инвестиции, или же, многие стартаперы думают, что достаточно привлечь инвестиции, это все, это моя голубая мечта, я привлеку инвестиции. Но просто с этими деньгами нужно двигаться еще быстрее и еще дальше, потому что эти деньги даются вам на время, на ваш рост. Вот. Если вы хотите быть хорошим предпринимателем, богатым предпринимателем, вам придется быстрее двигаться. И вот в привлечении инвестиций есть свои правила. Это такой довольно долгий и интересный, очень интересный процесс. Пресид, сид и дальше серия A, B. На самом деле все, что серия A, да, 3 минуты осталось. Окей, хорошо, вы прям меня это... До серии A очень мало стартапов доживает как раз-таки. На пресидовой, кто дает деньги в начале, когда у вас нет даже продукта, когда идея. FF называется Friend, Family and Foolish. Друзья, семья и дураки. Но не всегда могут последние это дураки. Возможно, это умные ребята, которые понимают, верят в вас. Хочется сказать, чтобы...
ребята не совершали классические ошибки. Вы сначала попробуйте сделать IT-продукт, не продукт, вообще идею реализовать как-то, сделать MVP и сделать первые продажи, и только тогда идти за инвестициями. На голую идею нельзя идти, потому что вы в глазах других людей кажетесь мечтателем, глупцом. Пробуйте быстрее, пробуйте, и тогда у вас будут инвестиции, когда у вас будут первые, там, скажем, продажи. На первой и второй стадии также есть фонды, которые дают на развитие вашей идеи деньги. Как раз таки в Accelerate Prosperity вы можете подать заявку, обратиться, пройти акселерацию, потому что акселерация сильно помогает. Я вам не рассказала я вам не рассказала такую медийную историю, когда крутая команда собирается и делает сразу крутой продукт, и на выходе, убивая всех своих конкурентов, получает много денег и роста. Ну, потому что это неправда, и таких историй в медиа много, но в медиа умалчивают, что у любого человека, предпринимателя бывают большие сложности, и чем больше сложностей вы преодолеете, тем успешнее вы станете по жизни, будете жить такую интересную жизнь, если признать, что в жизни много интересных сложностей, которые нужно преодолевать. И многие, к примеру, я как фаундер, я еще не знаю, как быть фаундером стартапа, потому что я вчера еще была продакт-маркетологом, да, я отвечала за свой, сейчас, минуточку, за свою сферу, я все еще учусь, я привыкла жить, вся команда наша привыкла жить в зоне своей некомпетентности. Мы понимаем, что мы чего-то не знаем и находим способы, как быстрее получить эти знания. И вот это вот любопытство и стремление узнать это делает нас одним из двигателей прогресса и может сделать из нашей страны по-настоящему развитую, сильную страну. И я верю в молодежь, в вас, ребята. Давайте делать классные истории, давайте растить большие проекты. Вот тут QR-код нашей компании Instagram и мой. Если есть вопросы более опытных стартаперов, буду рада поговорить, ответить на все ваши вопросы. Подходите, пишите, я пока час еще тут. Спасибо большое, спасибо большое. Это была Сырға Телекова. Громкие бурные аплодисменты. CEO and co-founder NBFit. Чоң рахмат. Вам низкий поклон за такое предложение.